надеюсь, зрители могут понять, почему это все так долго. Я ощущаю себя на собеседовании. Вот так. Можно, пожалуйста? Я хочу ощущать себя на собеседовании. Отшил тебя. Классно начали, ребят. Бомба. Все идет по плану. У нас, наконец-то, я надеюсь, этот наш первый подкаст-выпуск выйдет, и мы А вот сможем куда понять. он смотрит. Я-то думаю. Говорите в микрофон, пожалуйста. Говори в микрофон. Давай, мы тебя слушаем. Все, можно. Так вот, Он явно представлял себе другой подкаст. В его фантазиях все было иначе. так вот, новости. Новости, ну, конечно, в том, что ввели карантин. Туалетная бумага. Вы скупили? Вот. Вы это скупили вообще- туалетную бумагу? Да нет, конечно. У меня всегда я покупаю много этого и гречки. Понятно все, что вот эти все массовые скупания гречки, которую никто не съест, это искусственное создание дефицита на полках. То есть Да, очень- и люди сами создают эту панику. Да. И при И этом потом люди, они- извини меня, которые эту гречку, может быть, никогда в жизни и не ели. И тут Ну. такие, надо купить 10 килограмм просто на всякий случай. На какой всякий случай? Это как по сети сейчас летает вирусное видео, так скажем, то, что женщина пришла, это где-то в Америке, она пришла в магазин, у нее маленький там месячный ребенок, и нет памперсов, пеленок и так далее. Вот просто нет. А как, куда он будет? Ну, видишь, памперсы, пеленки, это ладно. Есть такая же вирусная история, что бабуля пришла в магазин, и она обычно покупала там самые дешевые макароны, а теперь их все раскупили, а у нее нет денег купить что-то дороже. Так что я думаю, что, может быть, это и выдуманная история, но, в принципе, я думаю, это Где-то за сценарий что-то вполне есть. реалистичный, что вы создаете искусственный дефицит, и страдают в итоге другие люди. Смотрите, в других странах, то есть даже в Америке введен карантин. И причем там есть Даже штрафы. в Америке. Штрафы, да. Да, там штрафы в $2000, если ты без причины находишься на улице, там, и так далее, и так далее. А где в нашей стране? В России... У тебя денег много, что ли? Нет, но имеется в виду... Миша сейчас подкинет идеи. Пос- Что-то еще не хватало. Штраф. Да, конечно, почему? Вы посмотрите на улицу, даже в Якутске. Там 80% населения на улице ходят все равно. Всем не плевать. 80, все 99, наверное. Да, все 99. да. Всем все равно. То есть если откуда-то Посмотри на нас, к примеру. Но сидим в комнате. откуда начинается паника и смерть, это будет Якутск и Якутия, потому что тут, Как обычно, эти Мишины телеги мы вырежем. Окей, потому что хорошо. Спасибо, спасибо, невозможно мне очень их Евровидение. Ну, Евровидение, отменили из-за Не, коронавируса. подожди, Давайте, да пожалуйста. не уберите только Евровидение, это же... все отменили. Все отменили. Нет, вообще в целом Евровидение, как вы смотрите на Да это? плевать Да, на плевать. Евровидение. Вообще плевать на Евровидение? Потому что не А то, актуально. что- А что со спортом творится? Спорт, да, все, Я все хотела им мероприятия. заняться, между прочим. Но на самом деле вот это самый больной момент. Поединок Фергюсон Да. Нурмагомедов. Да, Это да, да. самая больная Просто, тема. всех оказывается, фанатов. болельщики такую атмосферу создают. Съемки фильмов отложили, вот что плохо. Премьеры фильмов Съемки, уже премьеры, отсняты. да. Я сейчас думаю, что Концерты. доживу до «Матрицы 4» сейчас. А мне очень Лишь бы хотелось. Киану Ривз дожил. Вот это да. Давайте поговорим немножко о будущем нас. нашей студии, да, потому что все-таки, я думаю, люди, которые включат, это в первую очередь будут наши зрители, спасибо вам большое, те, которые реально нас постоянно смотрят, оставляют комментарии. Которые ждут, пишут. Да, мы это в первую очередь, конечно, для наших постоянных зрителей записываем на данный момент. И я думаю, действительно, какой-то человек со стороны вряд ли будет заинтересован. А Просто вдруг? смотреть, как мы Какой-то разгоняем. Потому Тебя что увидел? спрашивают не в интернетах, а лично подходят и при встрече типа, а что, когда? А я сама, что ли, знаю, когда? Никто не знает. У нас... Может, у нас просто творческий кризис. Мы не знаем, что снимать. Может быть, это просто жизненный кризис. В стране кризис просто. Нет, Боже. простите. Я предлагаю сейчас открыть телефон, у кого он поблизости и где есть наш Новости? аккаунт. Нет, у нас к тому видео были у людей Аккаунт вопросы. в инсте или где? На Ютубе Ага. нас просто спрашивали, я помню, вот про то, кто где работает, там какие-то еще вопросы были. Больше Леры. Больше Леры. Лера становится больше. Где видосы? Уже Пожалуйста, третий месяц пошел. Мне было бы интересно выпустить 10 часов смеха Саргаланы. Сарглана, начинай. Сарглана, Мы давай. выйдем. Нет, мне Чуть поближе. советуют обратиться к логопеду.
Как грубо. Нет, я на это не обижаюсь, потому что я ходила 7 Потому лет. что я знаю, кто это написал, и знаю, где он Я уже живет. поговорила с этим Нет, я человеком. Его ходила больше нет. 7 лет к логопеду, это правда. Но... Это точно был логопед? Да. Ну, выяснилось то, что у меня... Что выяснилось, то выяснилось. Что это не лечится, Ну, короче. Что это не баг, это фича. А вопросов там нет, сколько нам лет кому? К счастью, Давайте нет. сразу ответим. Давай. Мне через месяц, 30 апреля, будет 21 годик. Зак Кто сказал, мне хочет, через Рома? месяц 30. И я могу ты- скинуть в Сбербанк этот код. Кэп, сколько тебе лет? Да не буду я говорить, сколько Ну мне скажи, зачем. я сказала, и ты скажи. Ну, 32 мне будет через месяц. Когда на вопрос, сколько тебе лет, ты отвечаешь, а сколько дашь? Но это уже как таксист в Мумбаи. Не ты решаешь, когда ты останавливаешься. Это что, был анекдот? Это шуточка. М. Шуточками шуточка. Спасибо. Спасибо, друзья. А я напоминаю, что наш стендап-концерт состоится в наших мечтах через 2 дня. Спасибо. Жду формат вопрос-ответ. Какие у вас есть увлечения, даже не так. Чем каждый из вас прям болеет? Например, у Кэпа это космос. А что у остальных ребят? Ну, не только космос. Не только у меня. Почему У меня такие? много хобби. Всяких Очень люблю разных. небо звездное. Ну да. Я в школе много всяких книжек по истории читал, и сейчас у меня опять вот вернулось это желание что-то изучать, и чем старее, тем лучше. То есть конкретная история Азии, там, Китай. Самураи, нунчаки. Какие ну, самураи? Я тебя умоляю. Ты корейцу говоришь про самураев, я тебя умоляю. Так как карантин предвидел... А ты смотришь дорамы? Дорамы, ну, не дорамы конкретно, сериалы корейские некоторые смотрю. Порекомендуй 2. Сериалы. Сериал есть... Две. Ну, если рекомендовать что-то реально, сейчас на Netflix вышел 2-й сезон сериала «Королевство». Это корейское? Это корейский, это первый южнокорейский сериал на Netflix. Сейчас мы как запишем. Это зомби-апокалипсис в условиях средневековой Кореи. Прикольно. Очень, очень крутой сериал. Да, на самом деле Он до конца уже вышел? 2-й сезон только вышел, там запланировано, по-моему, чуть больше. Сериал сам основан на полнометражном фильме, который называется «Ярость». Тоже, ну, зомби-апокалипсис в условиях средневековой Кореи. Очень классный, очень Хорошо, я посмотрю. детализированный, хорошо там и с костюмами, и с реквизитом, актеры хорошие задействованы. Ну, понятно, что студия, которая создавала этот сериал, так как у них это был первый тайтл, который выходит на Netflix, они захотели не ударить в грязь лицом и подошли, ну, действительно круто. Мне очень Ты слушаешь BTS? понравилось. Я сам BTS. Чем увлекается Саргалан у нас? Ой, Помимо виолончель. классической музыкой. Помимо музыки вообще. Как это? Ну, у тебя нет Когда- интересов, что ли? Хобби нету? Когда... 2П. Пироги и ПУБГ. Да, ладно. Не, ну это не хобби. Я А обожаю что- а печь что это тогда? и играть. Ну, отдушина какая-то твоя. Да, я завяжу с музыкой. Может, ты Открою любишь вязать? пекарню. реально. Майя будет мне тоже подставлять пироги. Подставлять Я пироги. буду у них подставлять, есть. и поставлять пироги. Будем печь и толстеть. Может быть, кто-то хочет расширенное видео там про ПУБГ, там, как Саргалана играет, да, летсплей. Или кто-то, может быть, хочет услышать лекцию Подниму вам на тему скилл. истории Кореи. Ну, хоть кто-нибудь, пожалуйста. И- Умоляю, и я как- заплачу. Да, и какие увлечения у Валерии? Пожалуйста. У меня с детства бзик на то, что я хочу стать звездой. Я всегда была уверена, что я буду певицей. Я вырасту и буду певицей. Я думала, что я пою лучше, чем все в этой стране вообще. Потом я выросла и узнала правду. Читаешь. Да, ну и чисто в караоке в гик-кафе, если теперь. Ну, Ну это и круто. визаж, наверное. Вот почему Лера так расстроилась, когда узнала, что гик-кафе закрыли. Да вообще, где петь теперь? Дома. Здесь. Сейчас? Ночь по Кстати. улицам прошла. Нет, Кэп, не надо. А поздно. Нет, вообще я люблю визаж. Внезапно пару лет назад это стало... Ну, не пару-тройку лет назад это стало моей страстью. И я прямо... Заметила, да, как у Леры просто осанка поменялась? Ну, Я во-первых, сгорбишься. я люблю визаж. Да. Ну, это я даже не знаю, когда это началось. Пару-тройку лет назад, когда мне было всего 9. У Леры просто очень смешно. включилась опция. Что вы Нет. там болтаете? Да, они трещат.
подождите, давайте мы вернемся вообще к тому, что это видос после очень долгого перерыва, и, наверное, многим зрителям в первую очередь интересно, чем же вы вообще занимались все это время. Начнем Ну, с смотрите, Сергея Мартынова. 2 года назад Так, не настолько долго. вышло видео, которое Взорвало чарты. называлось «Лучшие голоса». Спустя год вышло второе видео, и вот сегодня прошло 3 года. Вышло И третье. я опять- И сейчас Серега и я- гитару и я достает. опять с вами, ребята. 3 года. Одно видео. Один в 3 мудрец года. сказал. В год, да, одно видео в год. Это вот это Нет, вот это мощь, вопрос, ребята. Вот это вопрос мощь. не в этом Я заключался. все это время занимаюсь тем, что я просто молчу. Прихожу сюда и начинаю говорить. Все, я год молчу. Не, по жизни ты чем чтобы занимался? прийти сюда и выговориться. Но то, что ты тут несешь, я все. Я как бы... Ребят, на этом мои полномочия как бы... Все. Не, я... Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это Да, такое, да. мы бы не знали, что это такое. Да. Ну, а чё? Да ничего. Все нормально, ребят. Окей. Все хорошо. Но если у кого-то вдруг возникнут все-таки более подробные вопросы, вы всегда можете в комментариях задать их Сергею Мартынову. Михаил Кириллин. Чем я занимался? Слушайте, я наконец-то... Понял. Я наконец-то понял, что на кого-то работать это не мое. Совершенно. Я отказался, я готов сделать татуировку на лице. Я начал заниматься написанием сценариев, организацией мероприятий, ролики делаю, А что из этого ты монтирую. уже сделал? Организовал мероприятия, Хорошо. Какие? писал сценарии. Какие? Ну, для организации, то есть каждая организация нужны У мероприятия. каждой организации есть театр. Мисс Евразия была, я летал в Ленск, организовывал там мероприятия. Сейчас есть классный проект, мы будем делать очень дорогую рекламу. Если вам нужна очень дорогая реклама, обращайтесь ко мне. Вот. Если вам нужна татуированное лицо человека, вот Миша тоже. готов предоставить. За свою. деньги. Да, ну, видимо, за деньги. Ну и вот, короче. В общем, мне классно. То есть я никогда не просыпаюсь в 8 утра уже. Ну, То есть ты когда-то просыпался? Да, когда на официальной работе работал, я просыпался постоянно в 8, и я очень страдал, просто, я умирал, я не могу просыпаться с утра, то есть у меня мозги не работают до часу дня вообще, мне нужно проспаться до часу дня. Так, может, ты тупой просто, поэтому... Да нет, слушай, у меня почему-то организм уже к такому привык, я просыпаюсь в час дня. У меня То есть все наоборот. стабильно. У меня все наоборот. Я уже Засыпаю в довольно 6. продолжительное время встаю рано. Я, ребята, превращаюсь в старика. Старика, Всё. да. Я хотел просто сказать, что я Да. просто старею, и Да, теперь я старею. Я встаю в 7, край вот теперь в 8 утра, и мне это очень нравится. кураги Мне там это очень поел. нравится. Не, Очень нравится. Кстати, у меня бывает такое, то, что я просыпаюсь прям в 9 утра, если у меня есть какие-то цели, короче. Я такой, блин, завтра надо вот это Не, ну сделать. я иногда тоже в 7 утра Вот это вот. просыпаюсь, потому что у меня цель возникает. Я Да-да-да. сходил, вернулся и опять сплю. Нет, у меня организм сам меня будет, короче, такой, типа, ну, то есть цель у меня в 12 часов дня, но я просыпаюсь в 9, такой, блин, А вы помните, когда мы скорее бы были 3 часа прошло. в детстве, когда были выходные, мультики показывали утром Да, рано. и какие-то надо было- фашисты и прям на- стояли. да, и надо было в субботу и воскресенье все равно просыпаться рано, чтобы их посмотреть. Это Ну, была цель. Это понимаешь? индоктринация же, чтобы дети не спали до последнего, чтобы у них режим не рушился. Организм да. заставлял тебя встать. Типа. Да. Но с другой стороны, да, по НТВ шел Человек-паук в 12:30 ночи, что ли. То есть, когда тебе давным-давно нужно было спать, и я По РЕН-ТВ шел человек. по НТВ. Человек-паук по НТВ. Не-не-не. Мы с тобой про РЕН-ТВ. Мы, все понятно. Мы и волосы красим одинаково. Ваши хобби нам понятны. И один канал смотрим. Ну, Ладно, там. по поводу комментариев, что можете сказать? Каких комментариев? Каких комментариев? Ну-ка, Кто там пишет Комментните мне что-нибудь. Ну-ка. Там Сереге же что-то писали. Про- Нет, что-то писали? Ну про меня вообще ничего не пишут, так что... Нет, что-то про тебя тоже писали. Это надо Не-не-не. куда зайти надо? Давайте, я по-стариковски сейчас, хорошо, хоть очки не надеваю. Очки, да. и там только не надеваешь их, а сквозь них просто смотришь. Пишут, господи, наконец-то новое видео. Про тебя, Миша, вообще ни слова. Так я не говорю. Да я и говорю, Я и что говорю, что мы про меня вот нет. чем сейчас занимаемся. Дайте Ивану больше шансов.
Вот. Вань. Ну нет, ну куда ты? Ну подожди, ну мы дадим тебе шанс. Что там про Господи было? Может, это про меня это? Нет? Нет, обожаю канал, хорошо, что без Миши, долгое время. Саргалана, Ага. это Миша Кириллин в юбке. Давай. Ну, хорошо, что не наоборот, как бы, да? Миша Кириллин. Нет, это здесь типа... дальше есть. Ага, давай. Интересным бы получился Ага. их совместный ребенок. А, я читал это комментарий. Я читал этот комментарий. Я читал. Что ты можешь сказать на этот счет? Слушай, Я напоминаю, что Саргалана за твоей спиной сидит прямо сейчас. я понимаю. Слушай, это знаешь, наверное, как у... А Когда как бы вы назвали? с именем Миша, между прочим, можно вообще все что угодно. Микаэль, Михаэль, Мишаэль. Просто Эль добавляешь в конце. Да. Саргалана Эль. Слушай, вот это вот, кстати, я, кстати, только вот мне 30 лет, я начал задумываться вообще о семейном счастье. Я ни разу... Короче, Миша тоже постарел. Я не постарел. Рассказать классную историю. Я не постарел. Протез выпал. Да? Вот с этим коронавирусом все остальные новости негативные ушли на второй план. Народ уже не думает, что мы принимаем какую-то странную конституцию, которая зачем-то вообще не нужна. Все забыли про собак, которых истребили. То есть все в плюсе. Именно государство в плюсе от этой болезни. Вы не считаете, что это вообще неправда? То есть нет этой болезни, не существует ее. Ее придумали просто. То есть это была эпидемия просто гриппа. А с вами Не, канал не. РЕН-ТВ. Люди умирают, Миша. Ну, от гриппа тоже люди умирают. Типа, это была большая эпидемия гриппа. Грипп да? изучен. Вспышка эпидемии гриппа. Ее назвали как-то. И началась вот эта всемирная паника. То есть не нужно ли правительству всех стран эта паника? Сейчас нужна ли? Хороший вопрос, на самом деле. Я считаю, относительно всех вот подобных теорий заговора, есть у меня один хороший пример на эту тему. Я, в принципе, неоднократно рассказывал, что во время войны контрразведок, во время Холодной войны, был такой проект по поводу прокопа под Берлинской стеной. И, в общем, там лучшие умы разрабатывали план, как перехватывать секретные послания. Да? И все вроде было здорово, сделали прокоп, начали собирать сведения. И тут в Берлине выпал снег. И все увидели огромную проталину, вот, идущую через Берлинскую стену. И то есть это вот такой факт, что на тот момент самые великие шпионы того времени, самые великие контрразведчики того времени работали над этим. И они прокололись с такой дурацкой мелочью, как снег. То есть если план более или менее сложный, он всегда разрушится под воздействием или чьей-то глупости, или всегда выйдет наружу под воздействием чьей-то болтливости. То есть я не верю, в принципе, ни в какие теории... Я хочу похлопать кепу. Ни в какие теории заговора именно по этой причине. Я считаю, что тайное все становится явным именно потому, что люди — это винтики, которые склонны ломаться, выходить из строя и просто... Ну, то есть ты не отбрасываешь эту теорию? Книжка была, Денискины рассказы называлась. Денискины рассказы, да, Каша вылил за шиворот, и прибежал всё дядька. тайное становится явным. И все тайное становится явным. Вот. Я поэтому в теории заговора, если честно, не очень верю. Во всяком случае, в далеко идущие, в масштабные. Это очень интересно. Нет, это смотрите. всегда очень интересно. Это круто. Да, и интересно, как у людей работают мысли, то есть на основании чего вообще, от чего они отталкиваются, да, и как у них голова работает. Это очень интересно. Но вы понимаете, что Сейчас средства массовой провернуть информации владеют всей обстановкой вообще в мире. провернуть это очень сложно всегда. Это очень сложно. И очень много факторов, которые могут просто на раз-два сломать все, что ты строил. И... Ну, наверное, да. Нет, я же говорю, средства массовой информации сейчас правят миром. Сейчас, если средства массовой информации скажут, что, с Тихого океана вышла Годзилла, все поверят. То есть, если на серьезных чувак в Твиттере, который живет у этого побережья, напишет: чуваки, я тут живу, вот фотографии, нет никакого Годзиллы. Бизнес на вирусах — это самый успешный бизнес. Когда ты придумываешь болезнь и придумываешь сразу вакцину от него, кидаешь болезнь и через полгода говоришь, что я придумал лекарство. И это лекарство скупит весь мир, понимаешь? Это какие деньги там крутятся? В теории, конечно. Ну, в теории, да. Потому что, очень много книг, даже у того же Майкла Крайтона, да, автора «Парка юрского периода» и «Штамма Андромеда». Это все понятно. Вопрос, насколько это реально провернуть.
Насколько? Потому что... На 95% Нет, это потому- реально провернуть. Потому что, на самом деле, природа вируса... Опять она- эти а- Мишкины цифры. Нет, нет. Мишкины рассказы. Нет, нет. Там были Мы Дени- живем в 21 веке. Там были ребят. Денискины Сейчас рассказы. придумают. Сейчас Вы что Мишкины. думаете, сейчас болезнь не могут придумать? Нет, придумать могут. Просто Естественно. дело в том, что природу вируса, ее исследуют микробиологи. То есть можно действительно, исследуя сам вирус, определить, является ли он искусственно выведенным, или же он все-таки является, каким-то, не знаю, эндемиком, то есть который изначально Причем был... сейчас микробиологи могут сделать, допустим, есть же бешенство, от которого нет лекарства до сих пор. Они могут его мутировать. Да, и он будет передаваться через воздух. Вот тогда в мире произойдет капздец. Да, на самом деле, просто вирус гриппа чуть-чуть подкорректировать, чтобы Ну, он или был так, более да, летальный, да. и все, и привет. Да нет, это все знают. И на самом деле угроза биологического оружия, и в ООН обсуждается каждый год, что действительно это очень опасно, потому что есть террористы, и они могут действительно что-то сделать с каким-нибудь вирусом, и тогда всему труба. Потому что если какое-то государство им завладеет, с ним можно вести переговоры. С террористами переговоры вести нельзя. Естественно, всех пугает потенциальная опасность такого оружия. Вы знаете, я недавно играл, как недавно, вчера. Я прерву немножко. У Сережи заметили интонации, как у стендапера. Я вчера заметил. Я вчера играл в Red Dead Redemption 2. Наш маленький И у меня- обесцвеченный Долгополов. И у меня появился вопрос, какого черта лошади разного цвета? Я не помню школьную биологию абсолютно. Но это, к слову... Так это же родимое пятно, нет, на лошадях? Нет, подождите, стоп. Ну, почему? смысле, Порода лошадей, так же, как и расцветка кошек и собак, это генетически передающийся признак. То есть там, допустим, то, что кошки там бывают... А у каких животных почему родимое собака пятно может на родиться все белой тело? или черной? Нет, это не родимое, это пигментные пятна. пигментные. Да, Фу, у точно. этих, у гепардов, у черных пантер. То есть черная пантера, это же не вид, это просто... Это ягуар. Это ягуар, да, который Только черный сам по себе. Да. Пигментные В общем, пятна. ребята, много вопросов, Пигментные пятна. много вопросов в этой жизни, понимаете? Насколько это все тяжело. Короче. Мы живем в непростое время. Сейчас мы... раньше, если люди знали, что вокруг них находится, и уже хорошо. Понимаете, мы теперь знаем про какие-то Италии. Я хотел бы даже немножко поговорить об этом, не сейчас, впоследствии, что у нас мозг-то меняется. То есть из-за того, что мы такому Как и огромному... Конституция Российской количеству- Федерации. Такому огромному количеству информации сейчас открыты, мозг человека, структура мозга человека будет меняться. И она уже меняется, там кора головного мозга больше становится. Там очень много факторов. Антропологи говорят, что, все, человек эволюционирует там, во что-то в другое. Жалко, что мы не доживем до этой эволюции. Мы не жили, допустим, в то время, когда мы историю изучаем. Короче, не такой делает эту историю менее нет, интересной. то, что вообще за все это время появилось много чего в плане технологий и так далее, говорит о том, что мозг человека эволюционировал. То есть раньше это А я, невозможно. знаете, я с чем все это связываю? Это все из-за хлорированной воды. Точно, Серега, елки-палки. Нет, Что ты нет, молчал-то нет. все это время? Смотрите. Вот очень много тысяч лет назад люди придумали колесо. И когда началась инженерная вся революция, когда воду стали Слушайте, хлорировать. вам не кажется, что это совершенно мы очень недавно. старые люди, А это совершенно недавно, ребята. и очень выглядит как снобизм, знаете? Ребята, и вот она. Да еще давайте газетку здесь. теория хлорки у меня, что как только люди стали хлорировать воду, они, технический прогресс пошел в гору. Правда или нет? Оставляйте свои комментарии. Короче, Согласны ли вы с версией Сергея? Предлагаю последнюю тему и тему местную какую-нибудь. Давайте. Давайте. И Местная тема. Давайте не коронавирус, не отмененные мероприятия. что делать в Якутске во время такой странной ситуации? Потому что Сидеть дома, всё. Спортом Разговор. нет, я понятно. Вы спортом не занимаетесь в это время? У нас закрыто все. И вообще, это несознательно сейчас Я вчера заниматься. волейбол играл. Сознательный гражданин должен сидеть дома. Я Вот все мы бессознательный. здесь находящиеся несознательные граждане Российской Федерации. Не, у меня, в принципе, жизнь проходит как карантин. Я никуда не хожу. Заметили, сколько шуток вообще на эту тему, что вот объявили карантин, ничего не изменилось. Но Ну да. тем не менее, для тех людей... Хикикамори. Да, хикимори. Хикимори. Я думал, хихик. Хихихаха, думал хихихаха.
Вообще классное время для саморазвития. Да. Это, понимаете, вам просто на паузу 2 месяца дали. Лежать и смотреть фильм, это поставили прям бомба. вот не, Саморазвитие. всю прям. твою в том-то и жизнедеятельность дело, поставили что- на паузу, сказали, все, чувак, ты вот 2 месяца, давай-ка. Свободного Да, времени. Вот Да. тебе свободного времени. Что хочешь, делай. И вот Хорошо. Тут да- как раз-таки важно не сидеть, просто смотреть сериалы, потому что... Почему это? Ну, Это дело Но каждого. это интересно. это Как без них? стагнация. Это У не тебя- стагнация. У тебя реально есть время на то, чтобы каким-то образом развиться. То есть ты хочешь сказать, что некоторые сериалы и фильмы не развивают тебя? Я считаю, что Никак. большая часть из них не развивают тебя. Если я смотрю в субтитрах на английском Это языке? уже нюансы. Если ты Мгм. смотришь, то молодец. Окей. Ну, ты смотришь, Я смотрю. молодец. Ну, Но- определенные сериалы. Да, но... нет, понятное дело, что «Доктора Хауса» в оригинале смотреть, и это, в принципе, там может помочь... Великолепный век можно в твоем смотреть в субтитрах. понимании, да. Великолепно. Я имею в виду, что сейчас акцент английский. очень много... Ване опять не дали шанса. Да, сейчас очень много на Ютубе обучающих видео абсолютно на все темы. И можно действительно какие-то навыки, которых у вас не было, получить. Нет, Вы говорите, что карантин, а дома сидеть. Это же удаленная работа, удаленная учеба. Ну, у тебя экономится все равно, у тебя У тебя экономится... времени, да, на сборы, много на времени, транспорт. то есть тебе не надо там с утра Да нет, я вот судорожно не собираться, понимаю людей, ехать которые час. говорят, то, что типа ты не развиваешься за счет фильмов, сериалов, игр. С чего Миша, вы взяли? если ты С хочешь чего? в это верить, Так с чего? пожалуйста, Верь. верь, создай церковь например, знаете, что такое имени сошки, развития. допустим? Что? Сошки, знаете, что такое? Сошки, это Сошки. на оружие. Да, такая штука. вот. Допустим, я узнал это из игр когда-то, давно. Ну, я же знаю, что это такое. Если, сейчас война наступит, скажет, да неси сошки. Я знаю, что это такое. А потом скажет, Миша, клиренс принеси, он там за машиной лежит. И Миша пойдет и скажет, где он? Да в ведре там посмотри. Ну да, но имеется в виду... Что такое клиренс, всё- Миша? Нет, подожди. Что такое, Миша, Я не знаю. клиренс? Клиренс, что Нет. такое? Ответь мне. I don't know вообще, что это такое. Смотри, я имею в виду то, что все, что нас окружает, развивает в любом случае, Понятное в дело. любом направлении. Это очень хороший философский посыл. Но Но. если ты конкретно чему-то учишься, у тебя этот процесс обучения пойдет быстрее. Мы сейчас говорим о критериях оценки. То есть то, что тебя быстрее обучит. Конечно, можно смотреть сериал там «Силиконовая долина» и научиться программировать каким-то там образом. Но если ты просто будешь смотреть уроки по питону, то ты научишься программировать гораздо Не, быстрее. ну смотри, окей, можно прям не изучать все это за счет сериалов, но можно вдохновляться ими, правильно? Да, нет, насчет вдохновения я ничего не Окей, говорю, да, конечно. но вот ты смотришь сериал или фильм, ты вдохновился на что-то и начал заниматься. Это, то есть, толчок. То есть, это тоже плюс. Почему не лежать и не смотреть сериалы, если тебя Ну, вдохновляют они? Я говорю о том, что мы сериалы смотрим в течение всего А времени. вам Ну, не кажется, что много. Миша сейчас пытается оправдать свои сериальные запои? Я не... Кстати, я не смотрю сериалы сейчас. В данное время я вообще не Он смотрю. просто, вы замечали, что он включает фильмы и целый день смотрит фильмы, и в конце дня мы получаем 3 сторис. Я очень редко смотрю фильмы. Первая сторис. Я в Вот кино так не хожу. вот начался день. Вторая сторис. Ага. И третий. Я не ш- фанат сериалов. Ну что ж, закончим этот день Не, получше. Я вообще не фанат сериалов. Вообще. Не фанат сериалов и не фанат кинотеатров. Я в кинотеатр хожу два раза в год. Ну, теперь один из этих разов ты пропустишь. Ну, мне вот плинтус надо прикрутить. Прикрути. Приходи, что, поможешь. Зачем мне? Ну, таким Чем образом... заняться у себя дома, Сережа, а не у кого-то? Ну, у тебя тоже, мне кажется, есть куда плинтус прикрутить. Ну, есть, да. У всех у нас в жизни есть свой плинтус, который стоило бы прикрутить Прикрутить. давным-давным-давно. Давным-давно. Да, поэтому... На этой философской ноте Важно, поедем ли мы сегодня Да. прикручивать плинтуса? это важно, но нет, мы не поедем. Окей. Я к зрителям обращаюсь. Ребята, все-таки, как вы понимаете, разгонять можно до бесконечности на всякие темы философские, но какие темы вы конкретно сами хотели бы послушать, пожалуйста, пишите, и мы постараемся пригласить гостей интересных, с которыми будет, которых будет интересно послушать. И это был первый выпуск «Ветви подкаста». Ветви Ну, подкаст, вот это да, вот это да, вот это Ветви да. подкаст, это ребят. классно. Да, это прикольно. Это... Какие еще хорошие слова Это есть? альфа-версия, демка, билд, тизер, поэтому
не в защите. Давайте... Все будет Но зависеть мне от кажется, вашего вы фидбэка. нарежете его на 5 минут. и- Можно я, как ваш подписчик и тот, кто смотрит Пожалуйста. ваш канал, тоже скажу? Тоже, Давайте пожалуйста. больше обсуждать скандальные темы. Это хорошо. Скандальная тема. Миша предлагает скандальную Очень, тему. очень. Миша, да потому что Миша скандалист, понимаете? Я Да. не скандалист, потому что это интересно. Я вот считаю, что надо, ребята, просто жить, получать удовольствие. Жить, получать удовольствие, кушать вкусную пищу, полезную. Вязать варежки, да. Читать приятные книги Мгм. и быть всегда в хорошем настроении. Тогда у вас все в жизни получится. И Серега, перестаньте спасибо. скандалить, Спасибо. Михаил. Ты открыл мне глаза сейчас. Да? Ну, и я со своей стороны могу сказать, кто хочет про истории Кореи послушать, средневековье, пожалуйста. Ну, такое. Надо... У меня Надо уши, блин, мокрые. Надо...